И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. 50 миллионов рублей в Ткварчал. Премьер-министр с рабочей поездкой посетил Ткварчальский район. Подписан ряд соглашений. Завершился рабочий визит абхазской делегации в Венесуэлу. Как работает основной пункт пропуска по реке Ингур? Актуальный репортаж программы. Премьер-министр Беслан Барцец посетил город-герой Ткварчал. Цель рабочей поездки – подвести итоги реализации инвестиционной программы за 2016 год и определить планы на год текущий. Глава правительства посетил ряд объектов, ремонт которых никак нельзя откладывать. Что ждет ткварчальцев в 2017 году? Будет ли дорога в Бедию и бесперебойное водоснабжение? Узнавала Низ Фаршпа. Подобные встречи глава правительства проводит в каждом районе, но к героическому Ткварчалу особое отношение. Не только потому, что самая сложная ситуация по стране именно здесь. Помощь от государства, конечно же, идет, но придать ему прежний блеск пока никак не получается. По прошлому году, если говорить, в рамках инвестпрограммы, сперва дам просто общую цифру, по всей республике в плане финансовой помощи в Абхазию было направлено 2 миллиарда 486 миллионов рублей. Это та сумма, которая была определена на межправкомиссии в августе месяце прошлого года. И эта сумма в полном объеме поступила в Республику Абхазию. Все средства были освоены своевременно, в срок и качественно. Что касается Ткварчальского района конкретно, на 2016 год были предусмотрены средства в размере 67 миллионов рублей, и направлены они были на различные мероприятия, которые еще в прошлом году были определены правительством совместно с руководством Ткварчальского района. По Ткварчальскому району на 2017 год запланировано много работ. Это и ремонт дороги до села Бедия, и восстановление водоснабжения без перебоев. Главный вопрос – Ткварчальская ЦРБ. Прекрасно мы с вами понимаем, в каком оно состоянии, и именно поэтому необходимость его включения в инвестпрограмму была учтена правительством. Неоднократное обращение по этому вопросу было руководству района, и на мероприятии этого года капремонт Ткварчальского ЦРБ включено в инвестпрограмму. На текущий 2017 год прогнозируется финансирование в размере 50 миллионов рублей с последующим этапом завершения этих работ уже в следующем 2018 году. В прошлом году в Ткварчале были проведены масштабные работы по ремонту подвальных помещений в 37 домах. Восстановление улицы Ардзенба также подходит к концу. Полностью репортаж Низ Фарш посмотрите в нашем следующем выпуске. Завершился рабочий визит делегации Республики Абхазия в Венесуэлу. В его рамках состоялись встречи на государственном уровне. Подписан ряд соглашений. Тему продолжит Сима Аргон. 3 дня длился рабочий визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кофе в дружественную нам Боливарианскую республику. В Венесуэле всегда рады гостям из Абхазии. В ходе поездки состоялись встречи с официальными лицами и общественными деятелями латиноамериканской страны и выработано соглашение о сотрудничестве в различных областях двустороннего абхазо-венесуэльского взаимодействия. Абхазскую делегацию приняли министр внешней торговли и инвестиций, министр по телекоммуникациям, а также министр культуры Венесуэлы. На встрече глав внешнеполитических ведомств Абхазии и Боливарианской республики Даура Ковы и Делси Родригес Гомес было отмечено, что у наших стран существует огромный потенциал для развития двустороннего сотрудничества. Это дает нам уверенность в том, что наши взаимоотношения между двумя странами и те достигнутые договоренности, которые были в рамках визита, придадут огромный импульс для развития взаимодействия между нашими странами. У ректора Абхазского госуниверситета Олеко Гварамия была возможность встречи с ректоратом Боливарианского университета. В рамках визита делегации Абхазии было подписано очень важное межправительственное соглашение в области культуры, а также соглашение о взаимодействии в области телевизионного и информационного сотрудничества между Абхазской государственной телерадиокомпанией и латиноамериканским медиахолдингом «Телесур». Заместитель гендиректора АГТРК Инал Лазба прокомментировал, в чем будет заключаться сотрудничество и как будет осуществляться взаимодействие двух компаний, расположенных на разных континентах земного шара. Это важный шаг в продвижении информации об Абхазии по всему миру, в странах, признавших нашу независимость, не признавших нашу независимость, которые тоже входят в это объединение. Это будет первым шагом к знакомству всего
латиноамериканского мира с Абхазией. КТРК сегодня имеет возможность готовить материалы и культурного характера, говорящие об истории, о природе Абхазии, которые также может быть интересно в Латинской Америке. Соглашение также предусматривает и взаимный обмен. Конечно, нашим зрителям могут быть интересны события, происходящие в латиноамериканском регионе, вот из первых уст. Большая подготовительная работа предшествовала подписанию соглашения между Международным культурно-деловым центром Республики Абхазия при содействии МИД и посольства Республики Абхазия в Венесуэле. Как прокомментировал торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц, подписанное соглашение дает возможность транслировать важнейшие новости и события, происходящие в Республике Абхазия в новостных и других программах на все 26 стран зоны вещания телеканала «Телесур» и даст возможность нашему государству создать эффект присутствия в медиапространстве этих стран мира. Таким образом, об Абхазии узнают и политики, и простые жители этих стран. А это необходимо для плодотворного сотрудничества и для будущих признаний нашей страны. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Меньше недели прошло со дня закрытия 2 контрольно-пропускных пунктов на границе с Грузией. Повлияло ли это решение на работу основного пропускного пункта по реке Ингур на Алакове? Продолжит тему. По решению правительства Абхазии были закрыты 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Грузией. Это Бгоура и Батайгара. И сейчас мы находимся на центральном мосту через реку Ингур, который является основным контрольно-пропускным пунктом на границе с Грузией. Следует отметить, что изначально было предусмотрено 5 пропускных пунктов по реке Ингур. В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 10 июля 2012 года данные пункты пропуска были установлены как временные до создания соответствующей инфраструктуры и оборудования основного КПП Ингур. Лишь после создания необходимых условий, включающих ремонт дорожного полотна, запуск автобусного маршрута, увеличение пропускной способности КПП Ингур, было принято решение поэтапно закрыть временные пункты пропуска. Эти меры направлены на приведение режима пересечения государственной границы в соответствии с международными стандартами и продиктованы необходимостью обеспечить безопасность как непосредственно жителей Галского района, так и всех граждан Республики Абхазия. При этом продолжает работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания Ингургэс. Стоит отметить, что для тех, кто желает пересечь абхазо-грузинскую государственную границу, ходит общественный транспорт. По словам пограничников, после закрытия 2 пропускных пунктов в день в среднем границу по реке Ингур переходит более 1000 человек. Резкого увеличения потока людей, переходящих границу, отмечено не было. Соответствующие службы справляются с работой без каких-либо осложнений. Стоит также отметить, что в связи с закрытием 2 пропускных пунктов никто из сотрудников пограничной службы не остался без работы. Все они распределены по действующим КПП. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В последнее время наметилась такая тенденция, когда в угоду политическим реалиям ставится под сомнение участие того или иного ветерана в Отечественной войне народа Абхазии. Об одном таком случае расскажет Саресмар. С момента окончания Отечественной войны народа Абхазии прошло без малого четверть века, и наряду с приготовлениями к юбилейной дате и постепенному восстановлению ущерба, нанесенного боевыми действиями, абхазское общество начинает сталкиваться со спорами по поводу так называемых лжеветеранов. В нашу редакцию обратилась группа ветеранов 5-го батальона Гагарского военного гарнизона с просьбой оказать содействие в восстановлении справедливости. Наш батальон дислоцировался с той стороны Гумисты, с нашей стороны. Она там получила осколочное ранение. Потом она прошла полностью шуромскую операцию, летнюю нашу шуромскую операцию. То есть она участвовала даже в вывозе наших раненых. У нас там были потери, 4 наших бойцов погибли. Она участница нашего батальона и воевала. То есть сомнений у нас нету, наверное, и у других не должно быть. Ветеран войны Алхас Шамба рассказывает о своей боевой подруге Ларисе Тарба, награжденной медалью за отвагу. Сегодня она столкнулась с обвинениями в свой адрес и уже несколько лет пытается доказать, что является участницей Отечественной войны и заслуженно пользуется льготами ветерана. Она в нашем батальоне с марта 1993 года, мартовское наступление. И она прошла всю войну после марта. Когда говорят, что она не участвовала, это, мягко говоря, это кощунственно по отношению
к ней, к ее родственникам, детям. Она в истории останется всегда как патриотка, которая бросила все и пошла на войну. Лариса Тарба на момент начала войны, учительница 2-й Пицунской русской школы, отправилась на фронт вместе со своими подругами, что подтверждают ее боевые товарищи. В этих больших фотографиях это большой сход после начала войны 16 августа на территории русской школы Пицунской. Там выступали 5-6 человек. Лариса, которая работала в школе, учительница, и она выступила. Вот оттуда я считаю, что война для Ларисы началась. Конечно, она после этого, скажем, дня, она ни в школу ни разу не ходила. Среди наших медицинского персонала с начала до конца находилась. Лариса, как и многие наши девушки, была среди наших медицинских персоналов. Это после награждения. Когда они награду получили, в Гагрипсе в ресторане, Валерий Аршба приезжал, вице-президент, там награждал. Вот это после торжественного такого момента медицинского персонала и семьям погибших давали. Вот одна группа, среди них и Лариса Тарба стоит. Лариса Тарба была ранена в мартовской операции. Первую медицинскую помощь ей оказали женщины из медико-санитарного батальона. В мартовском наступлении, когда уже Ибрагима и Пицунский батальон создали, мы слились, и когда мы шли вместе, и Лариса Тарба, и Света Рабая, и Лялька Шлумба к нам примкнулась, и Люба Устян, вот, они все пошли с нами. Они все пошли с нами в мартовском наступлении. Мы, вот где ГАИ, пост ГАИ, да, вот в Ишеру, вниз есть блиндаж, мы там остановились и потом пошли к реке вытаскивать раненых. Лариса пошла со Светой Рабая, а я с Лялькой Парази еще ниже пошли. У нас были трупы, мы 6-й отправили, и Света Рабая и Лариса Тарба отправили раненых. И когда на 66-й раненых отправили, они уже возвращались к ребятам нашим назад. Лариса была ранена. У нее было осколочное ранение, а меня попозже с Лялькой, когда мы назад шли, меня контузило. И когда мы уже в блиндаж заходили, в блиндаже темно, ничего с улицы не видно. Света Рабая мне сказала: Нана, осторожно, здесь Лариса лежит, раненая в ногу. Мы все были вместе, все. И сказать о том, что Лариса не принимала участие, это просто ложь, которая высосана из пальца. Она вела точно так же, как и все, сразу за раненым бралась, кого туда отправить, кого на скорую, кого на танке спускала до Камана в шромах, когда мы были. История знает немало примеров, когда люди, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям, спустя время выдают себя за ветеранов войны. Такие люди часто незаслуженно носят боевые награды. Такое положение дел, безусловно, не красит ни самих лжеветеранов, ни тех, кто каким-то образом сумел выдать свидетельство о их участии в войне. Но есть и другая сторона, когда людей, которые участвовали в военных операциях и даже были ранены, зачастую обвиняют в том, что они обманным путем пользуются льготами ветерана. В таком случае есть только один путь – обратиться в военный архив Министерства обороны. Только здесь можно получить справку об участии в военных операциях. Эта процедура не из легких. Списки ветеранов Отечественной войны перепроверяются множество раз. Под каждой фамилией ветерана ставят свои подписи командиры батальонов и их заместители. В архиве Министерства обороны есть справки, подписанные командирами. Этот список находится в базе данных в архиве Министерства обороны. И любой человек, кто может прийти, только с архива Министерства обороны. А в этих справках подписывают командиры. Если, допустим, батальон, подписывает командир батальона, начальник штаба батальона, комиссар батальона, если, допустим, 2-3 роты, командир роты. И все эти списки находятся в архиве Министерства обороны, и справка только там выдается. Если нет в базе данных того или иного участника войны, справку он не получит. Если находится в списке в базе данных, беспрепятственно получает справку с архива.
Порой бывает очень сложно установить истину, и люди, которые сталкиваются с несправедливостью по отношению к себе, часто впадают в уныние. Случай с Ларисой Тарба тому подтверждение. Вот здесь на помощь приходят верные друзья, боевые товарищи, с которыми она прошла весь этот нелегкий боевой путь. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и Абхазский государственный музей боевой славы имени Ардзинба с 13 по 17 марта проведут совместные мероприятия, посвященные мартовской наступательной операции 1993 года. Для учащихся старших классов общеобразовательных школ Сухума будут организованы экскурсии в музей, где ребятам расскажут о мартовском наступлении, ознакомят с экспонатами времен Отечественной войны народа Абхазии. Памятным подарком для всех экскурсантов станет рассказ в Тандилагарске «Мы за Гумистой». Кроме того, 15 марта в 19 часов в Парке Славы пройдет акция, посвященная памяти погибших в мартовской наступательной операции по освобождению Сухума, которая будет сопровождаться трансляцией военной хроники. 16 марта Абхазский государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба смогут посетить все желающие. Об этом сообщает Апснапресс. Кривой дом выпрямили, но проблемы остались. Жители улицы Басария жалуются на разбитую дорогу и канализационное озеро. О том, как городские власти решают эту и многие другие проблемы столицы, в нашем следующем сюжете. Одна из главных проблем не только уже бывшего Кривого дома, но и соседских домов – старые канализационные трубы. Это становится понятным, как только оказываешься во дворах по улице Басария. Здесь вас встречают далеко не тонкие ароматы. Жительница дома 90 по улице Басария Ольга Азарова рассказала о том, что несколько раз в неделю прямо перед ее домом наружу выходят канализационные нечистоты. А во время дождя еще и весь двор ее собственного дома заполняется канализационной водой. Вот эта канализация заходит в мой люк, и у меня двор стоит на канализации. Она не из моего дома идет, она с улицы сюда идет, и вот так поднимается. Все 20 с лишним лет дорога хоть и была разбита, но с канализацией проблем никогда не было. Все началось после капитального ремонта так называемого Кривого дома по улице Басария. Когда ремонт делали этого дома, здесь машины грузовые ходили ровно 3 года. Естественно, дорогу убили. Здесь раньше был асфальт. И никому дела этого нет. И постоянно забиваются, через 2 дня я вызываю. Здесь озеро, здесь это сейчас маленькое, в 2 раза меньше стало. Отсюда начинается озеро, и вот там кончается. Как оказалось, проблема заключается далеко не в самой канализационной системе, а в ее эксплуатации. Зачастую при очистке канала коммунальщики сталкиваются с тем, что канализационные трубы попросту забиты бытовым мусором. Там проводились неоднократно работы по очистке фекальной канализации. После проведения этих работ вода уходила, и периодически проводятся работы, когда там попадают какие-то примеси, допустим, там или бытовые, или тряпки, допустим, забивают эту систему, мы вызываем туда бригаду, которая прочищает этот канал. В данное время было обращение граждан несколько дней назад, это было 3 дня назад, и приезжала бригада, прочистила канал. А вот что касается городского облика, в ближайшее время по всей столице будут заменены большие мусорные контейнеры на новые компактные евробаки в количестве 120 штук. Проводится плановая замена в центре города, в центральной части города, на центральных улицах и в районах, новый район и старый поселок. Проводим работы по замене больших 10-кубовых контейнеров на оцинкованные евроконтейнера. Заменить их решили, потому что большие 10-кубовые евроконтейнера начали превращать в свалку строительного мусора. Привозят люди туда, сбрасывают строительный мусор, что приводит к тому, что в связи с тем, что строительный мусор он более тяжелый, приводит к поломке техники, мы решили поменять на евроконтейнера. И также они имеют более эстетически красивый вид. Асфальтирование дороги по улице Агрба в новом районе, ремонт тротуаров по улице Ардзинба, установка новой остановки по улице Эшба – все это работа столичной администрации. Как отметил начальник коммунального управления администрации столицы Дмитрий Ахуба, в планах подготовить проектно-сметную документацию по всем столичным дорогам, которые в прошлом году пострадали от стихии. Лишь после того, как будет приведена в порядок водопроводная и канализационная система, можно будет приступать к капитальному ремонту дорожного полотна. Рената Шакая, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.
В Сухумской 4-й средней школе прошли учения подразделений МЧС Абхазии по теме тушения пожара, поисково-спасательные и саперные работы в учебных учреждениях. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. Перед началом учений в актовом зале школы сотрудники МЧС Абхазии рассказали учащимся о том, что может стать причиной пожара, как ведет себя огонь в тех или иных условиях, как правильно поступать в чрезвычайной ситуации и, главное, как не допустить ее возникновения. За проведением учений, помимо главы спасательного ведомства страны, наблюдали глава Совета безопасности и министр образования Абхазии. По легенде учений, в одной из школ столицы республики произошел пожар, вследствие которого были заблокированы эвакуационные пути. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены 4 класса и часть коридора на 2-м этаже. Пожарные расчеты развернулись и приступили к ликвидации пожара, параллельно производя экстренную эвакуацию школьников и преподавательского состава школы. Подобные учения входят в ежегодный план работы МЧС Абхазии. Главная их цель – отработать механизмы взаимодействия как внутри пожарных спасательных подразделений, так и между МЧС и Министерством образования. При этом определяется единый алгоритм действий, который в случае реального пожара должен минимизировать возникающие немалые риски. Такие мероприятия нужно проводить и во всех образовательных учреждениях, не только в школах, но и в дошкольных учебных заведениях, чтобы каждый знал в случае возникновения пожара, других несчастных случаев, как себя должен повести ребенок. Ахучка анцум хан уизаха джера маширк аллар рхушуми прыгаша яхцо яхавай изладулцва. Легенду учений решено было усложнить угрозой наличия взрывоопасного предмета в одном из помещений здания школы, и поэтому были привлечены кинологическая и саперная службы МЧС Абхазии. Классы были проверены собаками, условное взрывное устройство найдено, вывезено и обезврежено. По словам министра ЧС Льва Квициния, подобные учения показали свою эффективность как одну из форм подготовки личного состава. Мы сейчас создаем Союз спасателей Абхазии. Тогда мы будем проводить лагеря. Вот мы ищем места, где потом к нам приезжают летом кинологическая служба. Там с ними приезжают молодые спасатели. То есть вот такие мероприятия будем проводить. По итогам проведенных маневров состоится детальный разбор, и в случае необходимости внесены необходимые коррективы в существующие схемы работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных учреждениях Абхазии. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи арбитражного суда «Одна единица». Прием заявления кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции в Сухуме с 10 по 24 марта включительно. На канале АГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир абхазского телевидения предоставляется кандидатам от Сухумского Центрального избирательного округа номер 6 и Гумистинского округа номер 22. Завтра, 10 марта, в последний день теледебатов, время для кандидатов от Сухумского округа номер 5 и Пшапского округа номер 24. Ну и в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. Завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 16-19 тепла. Температура морской воды плюс 7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.